Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня у нас в гостях заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, ведущий актер театра имени Качалова Михаил Галицкий. Михаил, доброго дня, здравствуйте! Доброго дня! Ну, я, правда, не с пустыми руками. Это два наших билета с нашего спектакля, из нашего театра. На первый ряд. Большое спасибо, я помашу вам с первого ряда. Михаил Галицкий. Народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России, актер Казанского драматического театра имени Качалова. Родился в городе Вичуга в 1953 году. Окончил Ярославское театральное училище. Работал в театрах Саранска и Йошкар-Олы. В театре Качалова с 1992 года. Работу в театре совмещает с преподавательской деятельностью. Он доцент кафедры актерского мастерства Института культуры и искусств. Михаил Олегович – лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая. Также лауреат премии Тантана и премии имени Карима Тинчурина. Всем артистам замечательного театра имени Качалова большой привет. И надеюсь, мы сегодня будем готовить также необычное вкусное блюдо. Да. Сегодня мы будем готовить рыбный пирог. Но рыбный пирог, который готовится очень быстро. Ну, у татар это называется балык бәліші. Да. Так, вот я ингредиенты подготовил, которые вы меня попросили. Отварил картофель, отварил яйца и вот рыбу, которую вы сами принесли. Что это за рыба? Это скумбрия. То есть обычная консервированная рыба? Обычная консервированная скумбрия. Кто чем будет заниматься? Распределение ролей. Так, давай, Руслан, ты тогда займись картошкой. Я займусь луком. Так, картошку, наверное, кубиками мы режем, да? Да, чтобы красиво было. Она, правда, хоть и в пироге, но все равно, когда в пироге, должно быть. Понимаете, на кухне ведь красиво. Тоже, как в театре, должно быть, во-первых, красиво, а в театре тоже пришел красиво, а потом же только начинают как бы артисты выступать, и ты понимаешь, насколько они профессиональны. И здесь тоже в конце только понимаешь, вкусно получилось или нет. Конечно. Так, Руслан, у меня лук готов. Я сейчас займусь. Да, яйца, кстати, можно порубить еще у нас. Яичками. Михаил, как вас покорила профессия быть актером? Все очень просто. Моя мама, папа, бабушка, дедушка, они были неравнодушны к искусству. Папа занимался в драматическом коллективе. И когда он иногда брал меня на репетиции с собой, вот, и когда он гримировался, когда папа приходил в клуб таким, и вдруг выходил на сцену, вроде похожий на папу. А вроде не он. Но с усами. И я не помню, как называлась пьеса, была премьера. И я сидел в оркестровой яме. Мне уже было 5-6 где-то, вот так вот. И там какая-то такая военная тематика была. Короче говоря, папа попадает в плен, папу должны расстрелять. Я это прекрасно уже понимал, что я лишаюсь отца. Я выбежал через оркестровую яму, через низ под сцену, выбежал на сцену и полез драться на фашистов, которые там с автоматами стояли. Это был фурор. Это был первый фурор в моей жизни. Первое появление на сцене в 5 лет. Были такие аплодисменты. И уже главная роль. Вот. Мама пела в хоре. У мамы был очень прекрасный голос. Дедушка играл на практически... Вот какой инструмент не брался, ну, кроме, конечно, скрипки и арфа. Вот, но то, что гитара, он ученик Иванова-Крамского. То, что он вытворял на гитаре,
У него был прекрасный бас. Его приглашали даже в хор церковный петь. Бабушка тоже пела. У бабушки с дедушкой было, помимо мамы, еще 2 сына. И вот когда собиралась вся большая семья, и были вот эти вот семейные концерты, а мы с моими двоюродными братьями и сестрами на печке, вот, у деда был свой дом, вот, и они когда пели на несколько, не на 2, не на 3, а даже на 4 голоса. Так. И вот, видимо, вот это вот я и впитал. Впитал и от дедушки, и от мамы, и от папы, и от печки. И от печки, да. Так, картошечка у нас готова. Яйца мы нарезали, лук. Сейчас остается нам, я думаю, размять рыбку. И можно раскатывать тесто. Так, вот это, кстати, вам посуда для начиночки. Ага. Руслан, а ты... Раскатать тесто. Хорошо. Так. Итак, мы его раскатываем под нашу посуду. Да, будет у нас сегодня противень для пирога. Напоминаю, мы готовим из слоеного теста. Быстро, удобно и вкусно. И полезно. Михаил, вы мне рассказали про вашу очень творческую семью. Естественно, сразу захотели вы стать актером. Наверное, и сразу поступили в театральное училище. Как бы не так. Как сложилась ваша судьба? Судьба-то сложилась до банальности смешно. Я поехал поступать в Щукинское. Приехав туда... То есть сразу в Москву? Да. Вот, приехав в Щукинское училище, подав документы, вот, стал ходить по коридорам, смотреть, потому что там интересные ребята. Вот. Мода, опять же, молодежная, московская, из других городов. И, ну и в процессе, когда только с одной компанией последовало, что с другой, вдруг начали такие речи. Там, предположим, стоят там ребята, один говорит, вот вчера к нам приехал Володя Высоцкий, мы там чуть ли не до утра песни орали. Я другой компании подошел, там тоже что-то поговорили. Вдруг один девушка говорит, у нас вчера папа приезжал с Кешей Смоктуновским. Я думаю, а я куда? Со свиным-то роллом да в Калашникове. Тут на короткой ноге с Кешей Смоктуновским, с Володей Высоцким. И я испугался. Ну, я просто испугался от того, что я просто не поступлю. Вот. Потом-то я уже понял, что это были просто как бы такие психологические понты. Вот, оказывается, это имеет влияние. И я уехал в Иваново. Вот. То есть вернулись в родные пенаты. Вот, и поступил в культпросветучилище на факультет режиссер народных театров. Это было, значит, по осени, а весной меня призвали в армию. И, служа в армии, я понял, что быть в перспективе клубным работником вот, на селе, это в лучшем случае, а в худшем это в деревне, как-то это не прельщает. Ну, а в армии, то есть вы скучали по сцене или там тоже в самодеятельности Ты участвовали? знаешь, я попал сразу в самодеятельность. Вот. Я любил петь, потому что это досталось мне по наследству. Вот. И я попал... я служил полгода в учебке, школа младших специалистов. И попал в ансамбль. Ну, а вы сейчас вот до сих пор любите петь? Да. А можно вот экспромтом для наших зрителей какой-нибудь кусочек любимой песни? Вы знаете, когда вот готовишь и поешь, получается намного лучше. Я помню, мы с мамой всегда пели на 2 голоса песню. Вот мчится тройка удалая по Волге матушке зимой, ямщик уныло напевая качает буйной головой. Вот такая песня. Самое главное от души. Да. Так, начинка у нас готова. Мы противень сейчас смажем маслицем подсолнечным. И, пожалуйста, помогите. Так. И первый пласт нашего теста. Ставьте. Мы сейчас вот так вот аккуратненько. Да. Это очень делается аккуратно, чтобы оно не перевернулось. Опа. Ну, наши зрители знают, что мы здесь готовим всегда на совесть, красиво и вкусно. И с совестью.
Так, но я прошу вас, кстати, выкладывать начиночку тихонечко, а я второй пласт теста раскатаю. Продолжаем узнавать секреты Михаила. И все же, где вы получили профессиональное образование актер? Получил я актерское образование в Ярославле. Надо сказать, что когда я туда поступал, я приехал, одев на себя все самое лучшее. Ну, самое дорогое? Да, то, что было модно в нашем провинциальном городе Вичуга. А поскольку я был поклонник песняров, у меня были длинные, как ни странно, до плеча волосы были. Они у меня были когда-то. Вот, да, они у всех были. Усы. Темно-синяя гипюровая рубашка вот с такими рукавами, с такими манжетами. Здесь жабо. А сестра мне еще, когда я поехал поступать, подарила галстук. Помните, может, кто-то помнит, такой весь блестящий, такой сочинский. Сочинский. Клеша вот такие большие. И фишка была, когда была мода, мужские туфли на платформе и с каблуком. И вот такой павлин появился при приемной комиссии. Первый вопрос, сначала было такое недоумение. Откуда? Вы откуда, чудо? А я разговаривал на О, Ивановская область. Я говорю, Ивановская область, город Вичуга, а чё? А чё? Ничего, читайте. И я читал что-то очень... сейчас скажу, я читал Вия. Прозу начал читать с прозы. Это самая страшная ночь, последняя ночь. Но они почему-то ухахатывались все. Но, тем не менее, ведь вы оказали впечатление, вас взяли? Взяли. И вы знаете, я, минуя второй, третий тур, я пошел на собеседование. Сейчас бы как бы ваш рассказ не был посылом для нашей молодежи. Ведь на следующий год к вам придут поступать. Оденутся примерно так, как вы сказали. Не на следующий, через 3 года. Через 3 года. Сейчас у меня второй курс. Готовлю. Итак, крышечка готова. Прошу вас. Занавес. Да. Накрываем. Антракт. Антракт. Так, остается обрезать края. Да, обязательно. Мы их потом все защипаем. Сколько готовим мы этот пирог и при какой температуре? При температуре 180 градусов, где-то минут 20. Так. Ну и сейчас, прошу, давайте вместе будем их все защипывать. Давайте. Последний штрих. Да, и летопись закончена. Мне кажется... Последний штрих. Вот нужно сделать... Отверстие. Вот такую штучку. Вот настоящий бялиш делаем. То же самое все. Ну, мне кажется, для мужского бяляша очень даже красиво получилось. Отправляем в духовочку. И надеемся на удачное завершение нашего блюда. Удачное приготовление. После небольшой паузы мы продолжим. Оставайтесь с нами. Это программа «Секреты татарской кухни». Бяляш с рыбой. Для начинки консервированную скумбрию размяли вилкой, добавили нарезанный кубиками отварной картофель и измельченные яйца. Половину теста раскатали тонким слоем, примерно полсантиметра, и выложили на смазанный маслом противень. Сверху выложили начинку и накрыли вторым пластом теста. Края защипали и отправили в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Уважаемые телезрители, мы продолжаем. Это программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях ведущий актер театра имени Качалова, заслуженный артист России Михаил Галицкий. Михаил, еще раз большое спасибо. Спасибо за тот рыбный бяляш, который у нас уже в духовочке. Но мы к нему вернемся чуть позже, пусть он готовится. Я предлагаю быстренько вместе состряпать слойки с сыром. Наш российский татарский сыр. Прошу вас его порезать на вот примерно так, да, и на прямоугольнички. Я сейчас раскатаю тесто, и мы продолжаем раскрывать секреты нашего популярного актера. Итак, ваша первая роль. Вот училище, Ярославль. И где вот этот вызов на сцену, в какой ипостаси вы покорили зрителей? Хитрый ты. Это моя первая роль на профессиональной сцене была еще, когда я был студентом Ярославского театрального училища.
Нас с моим другом, однокурсником Лешей Пшанским, он сейчас в Новгороде работает, пригласил главный режиссер Волковского академического театра, народный артист Советского Союза, лауреат сталинских премий Фирс Ефимович Шишикин на предмет ввода в сказку «Конек-горбунок». Мы пришли на репетицию, там другие актеры были приглашены. Началось с того, что всем выдали роли. И вы в ожидании вот, своей да, роли мы тоже? в ожидании, да. Ну, началась репетиция, нам как бы, ну, думаю, потом дадут эти То отпечатанные есть вы роли. всю репетицию просто просидели Да, вдвоем? да, была читка, вот, все читали, мы сидели, слушали. Закончилась читка, Фирс Ефимович всех поблагодарил, отпустил, и мы, уходя, он сказал, говорит, а вы, молодые люди, задержитесь. Говорит, я понимаю, говорит, ваше состояние, говорит, потому что, говорит, вы роли-то не получили, но вы глубоко заблуждаетесь, вы роли-то получили. Вот, и вы получили самые ответственные роли. Считайте, что 2 главные роли. Вам повезло? Да. Ну, мы так сразу, ну как, царя уже играют, главного героя уже играют. И он нас спрашивает, а вы сказку Ершова читали? Ну, конечно, читали. Помните, говорит, там есть 2 персонажа, 2 коня златогривых? И вы такие, неужели это мы? Нет. И мы тут скисли. Он говорит, а теперь слушайте сюда. Головы будут играть актеры. А вот для вас я могу доверить только вам играть задницу этих коней. Потому что актеры этого не сыграют. Поэтому первая роль была вот эта. Но, понимаете, мое мнение такое, лучше один раз сыграть такую роль и быть известным. Чем всю жизнь. Да, чем всю жизнь. Играть задницу. Так, вот такие пласты у нас получаются для наших пирожочков. Красиво. Как приятно, когда народный артист стоит, смотрит и вроде бы тоже учится по-своему. Ну а как же? Как же век учись. Так, сейчас, секундочку, я вам покажу, как же получаются у нас наши слоечки. Итак, кусочек сыра. То есть, получается, мы на 2 части. Здесь делаем небольшие надрезы. Для чего? Чтобы выходил пар. Вот. Есть ведь вам задаток повара у вас. Закрываем. Это нутро. нутро. Интуиция подсказывает. Народный артист, он ведь во всем народный. Так, и защипываем края, получается слоечка. Так, продолжаем про театр. 23 года на сцене нашего любимого театра имени Качалова. Ваши любимые роли в театре? Знаешь, вот так вот сказать... Или те, которые остались в сердце, но вы сейчас уже не играете? Знаешь, здесь нет того, чтобы вот это любимая роль, это нелюбимая роль. Бывает, что получаешь ее нелюбимой. Но в процессе работы, в процессе общения и с режиссером, и с партнерами, вот, и вдруг ты начинаешь эту роль любить. То, что распределяет главный режиссер, думаешь, блин, мне бы эту роль, а ему отдали. То есть в душе сначала не всегда согласен, да, с тем, что дают? Конечно. Мы всегда играем не то, что мы хотим. Вот. Но в процессе он становится любимым. Пусть даже маленькая, там ведь не зависит от того, от объема роли. Толстая роль, там 30 листов твоего текста или 1 листочек. Ну, вы можете назвать ту роль, с которой получили признание у казанской публики? Ну, скорее всего, что это «Скрипач на крыше». Ты знаешь, мне в жизни очень повезло. Я сыграл скрипача на крыше. Правда, я читал Шолом Алейхем в прозе, вот, Тевья Молочник. Думаю, вот эту бы роль сыграть когда-нибудь. Сыграл. Когда в процессе обучения в театральном училище я прочитал «Смерть Иоанна Грозного», думаю, вот эту бы роль сыграть. Я ее сыграл. Вот. Так что я считаю, что мне в жизни здорово повезло. Готовы наши слоечки. Так, сейчас мы их переложим на противень. Давай. Ну, сейчас немножечко маслица. Так. И для цвета, ну и, мне кажется, немного для вкуса, Яичко. мы, да, взбили здесь 2 яйца и смажем каждый пирожок. Я предлагаю, кстати, ваш рыбный бялиш тоже смазать для красоты. Нет, это обязательно. Нашу крышечку, договорились? Так, берем канат и помогайте, пожалуйста, мы слоечки перекладываем на противень. Вот так вот аккуратненько, каждый. Каждая слойка как актер в театре. Кстати, вот у вас сколько в труппе Ну, актеров? если взять и
музыкальный состав, то где-то около 40 человек. Около 40 человек. Чем живет театр? Расскажите нам, пожалуйста. Театр живет тем, чем мы занимаемся. Надо отдать должное Александру Яковлевичу, то, что мы как бы не ставим такие конъюнктурные спектакли. Вот, мы не гонимся за дешевой комедией. Александр Яковлевич берет все-таки классическую, и комедию классическую, и классический репертуар. Сейчас Илья Славовский будет ставить Фаренгейта. Александр Яковлевич хочет что-то тоже классическое взять. Возможно, бесы будут. Достоевский, это прекрасно. То есть жизнь в театре кипит? Да. Не останавливается? Нет, конечно. И тем более вот сейчас у нас построен малая сцена. Запущена большая сцена, отреставрирована. То, что спасибо большое, спасибо президенту нашему. Кстати, я помню, первый наш президент Митимир Шарипович Шаймиев в одном из интервью назвал вас своим любимым актером. Ну, было и такое. Так, секундочку. Михаил, помогите мне, пожалуйста. Мы сейчас наш рыбный беляш достанем, чтобы смазать его тоже. Сейчас не закрывайте. И отправим туда пока наши сырные слоечки. Так. Открываем духовку, отправляем наш рыбный беляш. И после небольшой паузы мы все будем пробовать. Слойки с сыром. Слоеное тесто раскатали и разрезали на небольшие прямоугольники. На одной половинке прямоугольника сделали прорези, а на другую половину положили кусочек сыра. Прямоугольники свернули пополам и защипали края. Готовые слойки выложили на противень, смазали яйцом и выпекали в духовке 25-30 минут. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт приготовления наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами, как поделился сегодня своим секретом приготовления рыбного пирога балык беляши наш уважаемый Михаил. Михаил, посмотрите, пожалуйста, вот такая красота. Но другого я и не ожидал. Разрезаем. Так, готовьте тарелочку. Так, один кусочек вам, пожалуйста. Мне. Итак, в наших руках пирог, наш балык беляши. Ну, а здесь к чаю сырные слойки. Начинаем с пирога. Так. Вот начиночка какая. Ну, друзья, завидуйте. Если вы заметили, мы, кстати, в начинку не добавляли масла, но, к удивлению, получилось очень даже сочно. Запиваем все это вкусным татарским чаем. Пробуем горячую слойку. Пробуй, пробуй. Потрясающе. Еда, достойная народного артиста. Ну и народного повара тоже, это я про себя. Михаил, очень вкусно. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды мы вам вручаем вот такой вот замечательный подарок. Линия Палитра – это оригинальное цветовое решение, первоклассное антипригарное покрытие, толстостенный корпус и съемная ручка для оптимального хранения. На всех изделиях Кукмарского завода металлопосуды имеется литой фирменный знак. Покупайте только оригинальную посуду. Михаил, вам еще раз большое спасибо, что нашли время и зашли к нам на кухню. Вам спасибо, что пригласили. Мне кажется, наш спектакль сегодня удался, он получился интересным, вкусным, и мы раскрыли несколько секретов вашего любимого и нашего любимого актера. Спасибо. Я хочу сказать буквально в заключение несколько слов, вернее, не свои слова, а замечательного поэта, которого я люблю и уважаю, Арсения Тарковского. Когда тебе придется туго, найдешь и 100 рублей, и друга. Себя найти куда трудней, чем друга или 100 рублей.
Дорогие друзья, пусть у вас всегда будет и 100 рублей, и самое главное, 1000 друзей. Большое спасибо, до новых встреч. Для вас сегодня готовили заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Михаил Галицкий и я, народный повар Руслан Шарапутдинов. Слава Богу, Руслан, пока-пока. Пока-пока.